Ребята, всем привет! Выбрался на рыбалку. Сегодня у нас 12 сентября, время без 15:12. Я на воде и начинаю рыбачить. Попалась вот первая рыбка на чабика. Конечно, это не голавлик. Я хочу, сегодня солнечно, хочу поймать головля. Но пока вот такой вот окунь. Уже неплохо. Это случилось на второй проводке. Будем надеяться, что рыбалка сегодня будет хорошая. Взял, значит, еще большие воблеры. Попробую поймать щуку. Теща заказала щучку на котлеты. Если поймаю, то придется порадовать тещу, ребята. Ну, поехали рыбачить. Можно было не отключать камеру, случилась поклевка, опять такой же окунь, но сошел вот возле лодки или сидит. А нет, сидит. Даже чуть-чуть поменьше. Окунь активировался. Летом что-то его не было, не клевал. А вот осенью все чаще и чаще попадаются окушки. Ребята на днях выезжали тоже, ну, куда-то на Мокшу на джиг. Говорят, около 60 штук поймали. Маленько не добросил я туда прям в самый затишок. Но сейчас попробуем еще поставить диповый поглубже. Да, поклевки были прям непосредственно вон там в глубине. Но ветер не дает делать точные забросы. В поляризационных очках вижу воблер вот этот яркий, как он идет не глубоко. Наверное, нужно поставить что-нибудь побольше с углублением. Ух, перебросил. На одной из рыбалок у меня здесь недавно воблер спрут неплохо наловил рыбы, поэтому я вот заказал еще один спрутовский воблер диповый, новый, воды еще не видал. Сейчас попробуем сегодня его тоже активно поюзать. Может быть, он тоже нам что-то сегодня поймает. Взял немного в яркой раскраске, потому что у меня в коробочках в основном воблеры под жука, там, либо под малька. А кислотников мало, поэтому взял вот цвет Маттайгер, по-моему, называется, там какой-то типа так. Заглубление что-то 1,5-2 метра, по-моему, у него. Все, наверное, здесь было только 2 окуня. Но я хочу головля или езя огромадного. Погода, мне кажется, самое то. Но посмотрим, будет ли активен этот хищник. Вот хороший заброс. Но тишина. Ладно, застаиваться не буду на одном месте. Сейчас поднимусь вверх и потом уже буду сплавляться по старой схеме, как обычно, облавливать левый берег Мокши. Почему-то правому берегу я уделяю меньше внимания. Может быть, напрасно. Но левый берег больше закоряжен.
глубина, мне кажется, чуть-чуть побольше здесь. Хотя доводилось мне головля хорошего ловить и с правого берега. В этом году ни разу еще у меня голавль на плюх не реагировал, если только, может быть, какой-то мелкий. Пару раз я видел, а чтоб такой прям буль-буль. Нифига. Голавль клюет плохо в этом году. Конечно, может, у кого-то и хорошо, но по сравнению с прошлым годом очень плохо клюет. Ладно, все, сейчас буду подниматься. Все, поплыли вверх по течению. Будем облавливать другие точки. Здесь удалось поймать 2 окуня, больше поклевок не было. Хотя очень странно. Поднялся на 100 метров повыше, кидаю и наконец-то клюнул голавлик. Голавлик небольшой клюнул, подвис без особого удара на Касадаку Равен 40F. Вот такой вот голавлик. Забросов сделал около десятка вот в это место. И все-таки соблазнился, скажет, чего тут такое трепещит, надо съесть. Так, путных поклевок пока нет, ребята. Меняю воблеры, заглубление, цвета. Может быть так, что вот, в одно место кидаешь воблер один, не клюет, меняешь и тут же поклевка. Игра воблера, может быть, цвет как-то влияет. Поэтому экспериментируем. Места запрессованные. Здесь находится деревня. Здесь постоянно рыбачат. Бывают рыбачат нечестно. Сети, шмети, электроудочки. Но, тем не менее, мне удается все же здесь хотя бы что-то поймать. Ладно, что, поднимаюсь выше. Будем искать места, либо ждать, когда активизируется клев. В очередной раз сменил точку, поднялся чуть-чуть повыше. Сейчас попробуем здесь. Быстренько облавливаю, поднимаюсь вверх, а потом буду спускаться еще вниз, облавливать. Вода более-менее прозрачная. Уже даже видно коряшки прибрежные.
Но всплесков нет. Вот сколько раз приезжаю, ага, вот окунь. Сейчас была поклевочка окуневая, затеребил приманку, но не засекся, не крупный, наверное. Был контакт. Сделаем сейчас несколько забросов этим воблером, потом поменяем. Может быть, мусор унесет еще он. Да, река прям молчит, тишина. Не бабахает ничего. Клюнул окунь. Очередной сменил воблер. На спрутовский, значит, была поклевка, потом кидал, поклевок не было. Смена воблера принесла результат. Вот такой вот некрупный окушок попался. Отпускаем. Что-то они как-то не стайные, что-то. Хотя вот была потычка. И не крупный. Хотя бы таких грамм по 200, по 250. Было бы приятно. А это прям вообще маленькие. Нет, все, больше не хотят клевать. Да. Печалька. Ладно, что. Я думаю, что еще клюнет. Щучка, ребята. Прям на выбросе. В том же месте, где в прошлый раз у меня щуки клевали. А нет, голавль. Хороший голавль. Я думал, щука. Хороший голавль клюнул. Опа! Фух! Думал, щука. Фух, в прошлый раз там щуки у меня клевали. А сейчас голавль. Да какой хороший. Так, сейчас. Зацепился за подсачник. Так, очень удобно. Подсачник вот такой вот силиконовый, как бы в нем крючки не путаются. Вот такая вот рыбехина, ребята, клюнула. Так, сейчас фотографирую и отпустим. Так, 550 граммов весит эта рыбина. Ну и давайте ее отпускать. Все, ушел. Ушел, ребята. Ух. Вот ради этой поклевки я и приехал. Значит, рыба клюнула на воблер
Касадака Ravен XL40F. Диповый вот такой вот. Значит, кидал апстрим. На одной из прошлых рыбалок с этого места я поймал 3 щуки, там несколько окуней. А в этот раз это место меня порадовало хорошим голавликом, ребята. Время у нас час. Еще порыбачу, но уже я доволен. Продолжаем. Супер. Так, случился у меня зацеп за корягу, ребята. Но я стараюсь не забывать брать с собой отцеп. И я спас рабочий воблер. Ребята, возите с собой отцепы, воблеры дорогие. Не нужно их терять. Отцеп вот выручил меня. И это радует. Ладно. Кидаю, пока поклевок больше нету. Поэтому сейчас поднимусь еще выше и попробую там щучку еще подвичить. Пробовал возле того берега, поклевок не было. На 130-е воблера. Переключился снова на головля, и тоже поклевок пока нет. Ну ладно. Все, отцепляю сейчас и продолжим. Так, ребята, в очередной раз понадобился мне отцеп. Зацепился воблер, блин. И вот что я поднял со дна, нахуй. Вот намокшие все коряги вот такие. Вот такие вот в веревках. Фу, на воблер тройник сломался, но... Так, надо бы теперь как-то нож мне достать. О! Какая-то веревка. Не пойми, чего тут. Что это было тут такое? Какие-то мордовские снасти. Ладно, что, сейчас достану нож, отрежу все это, спасу воблер. Коряги запутанные веревкой какой-то. Фу, все, спас. Потерял кучу времени, блин. И сломал тройничок на воблере. Но главное дело, воблер спас. Еле отбил. Я думаю, что никак не отцеплю, блин. А там такой комок веревки, блин. Ну ладно, тройник заменим. Вот тройничок сломался один. Ну все, ладно, извозился весь. Так, ну что, времени остается мало, не клюет. Переключился на щуку. Нужно поймать, попробовать. Может быть, что-то получится. Буду облавливать теперь правый берег. Посмотрим. Кидаю рудру, балисонг. Меняю. Может быть, на что-то клюнет. Так, ну что, смещаюсь. Значит, какой тактики придерживаюсь? Вот бросаю. Сначала один воблер несколько раз, там, потом другой.
И смещаюсь после этого на длину заброса и повторяю то же самое. Уже делаю четвертое, наверное, перемещение вдоль берега. Ни одной поклевочки нету. Сейчас, может быть, переплыву на другую сторону, на то место, где у меня сегодня и на прошлой рыбалке, когда я здесь был, были поклевки. Попробую там еще покидать кренки. Может, будет какой-то результат. И после этого пойду сплавом в сторону машины и там еще попробую покидать 130-е воблеры. Пока все, рыба клевать не хочет. Время без 15:04. Через пару часиков нужно будет уже сворачиваться. Наконец-то, ребята. Теща щука. Ну, наверное, это... Нет, это, наверное, не годится на котлеты. Так, это на котлеты, наверное, не годится, ребят. Вот такой вот щурок. Естественно, мы его сейчас отпустим. Мама, извините, но из него не получится котлеты. Вот это натворил делов. За это, конечно, можно тебя и на котлету пустить. Так, давайте его скорее отпустим. Соберем воблеры. Коробочку опрометчиво не закрыл. И все воблеры у меня тут разлетелись. Вот. Ну это какие тут из него котлеты? Пошел. Так. Да. А делов-то натворил тут как большой. Ладно, сейчас буду собирать воблеры, по всей лодке разлетелись. А вот котлеты, ребята. А вот это, наверное, котлеты. Ах! Убежали котлеты. Ай, господи. Да, теща без котлет осталась. Но он был такой же, мне кажется. Чуть-чуть, может быть, побольше, но...
Выманиваю тут щучку потихоньку, блин, но не крупная. Поклевочки на булисонг 130-й. Но не судьба. Да. А из 2 щурков получились бы котлеты, наверное. Засадил воблер в корягу. И это печально. Сейчас будем его выручать. Здесь уже, естественно, я сейчас всех распугал, поэтому бог даст, сейчас спасу воблер и пойду вниз к машине. Да, какие тут коряги-то мощные. Сейчас поднимусь и буду спасать. Так, ребята, и в 3-й раз помог отцеп. В этот раз было намного все страшнее, потому что воблер стоит 1600 рублей. И терять его не хотелось как никакой из предыдущих. Уже было дело, думал, все, кранты. Но все обошлось. И мы с ним еще порыбачим, я думаю. Да, потерял минут 30, наверное, времени. Но лучше потерять 30 минут времени, чем воблер. Все, спас. Отлично. Ну все, пробуем дальше. Осталось еще немного времени, часик еще. Кидаем домой. Иду с плавом. И клюнул хороший голавль. Хороший голавль, ребята. Опа. Вот это да. Сейчас якорь, блин, запутался. Да что ты будешь делать? Вот это голавль. О, да. Отличная рыбеха попалась. Фу. Под килограммчик, наверное. Так, ну сейчас надо. Сейчас, ребята, фотографию сделаю и отпущу. Ну и взвесим еще. Фух. Рыба активировалась, что-то он плещется везде. Да, ребята, 1 килограмм 30 грамм. Это трофейная рыба уже считается. За килошник. Отличный, отличный бродяга. Отпускаем его.
На. Фух. Вот это порадовал в конце рыбалки. Аж руки трясутся. Фух. 1 килограмм 30 грамм. Отлично. Ну, смотрю, рыба начала плюхать. Время 5 часов. Видимо, вечерний клев какой-то активировался тут. Фух. Поклевка произошла, значит, на воблер Кренки 40 диповый. Вот в такой вот раскрасочке. Шел с плавом уже к машине. И вот такой бродяга на Кренки 40. Отлично. Фух, ну сейчас еще покидаю минут 30 и домой. Ребята, это был последний заброс, после которого я собирался домой. И клюнула щучка. Значит, кидал здесь рудру 3 раза. Потом блесонг 3 раза. И поставил воблер. Как он называется? Дуо, по-моему. Realis Jerkbait 120 SP. И уже второй раз его кинул. Думаю, сейчас и поеду домой. И клюнул вот такой вот щурочек напоследок. Ну все. Тоже из него котлеты не получится. Поэтому отпускаем его домой. Пускай растет до котлетного размера. Все, быстро сворачиваюсь и еду домой.